Скажи мне правду, Таня, только правду. Да, мамочка. Когда я умру, тебе станет легче. Мамочка, мамочка, я очень люблю тебя. Многие из нас покидая этот мир, утешаются тем, что своим уходом надеются облегчить жизнь близких. У меня этого утешения нет. Я умру, а твоя жизнь, боюсь, станет еще печальнее. Мамочка, ты хуже себя чувствуешь? Девочка моя, не пугайся, не паникуй. Знаю, я умру сегодня. Мама, или завтра. Я приглашу доктора. Да по тебе моя тоска, Танечка. Я покидаю тебя одну, без мужа, без детей, без близкого человека. Ты лучшая из дочерей. Но почему ты должна найти свой путь в одиночестве? Почему? Мамочка, на свете полно старых дев. Боже мой, да не произноси ты этого. Ты хорошенькая, у тебя фигура, высшее образование, ты порядочная, хозяйственная, интеллигентная, без вредных привычек. Классический портрет старых девок. Танечка, я говорю серьезно. Мамочка, ну так и я серьезно. Тебе творог или сырники? Я никогда тебя не спрашивала. Мам, а как насчет омлета? Вот давно мы не ели омлет. Так, тебе слабо прожаренный, с тертым сыром и сельдереем. А можно я тебя спрошу хоть перед светом? Это, Таня, это очень важно для меня. Спрашивай, о чем хочешь. Мамочка. Мам, ну ты только ответь. Тебе чай или кофейный напиток? Скажи, ты была когда-нибудь влюблена? Ну а как же я ужасно влюбчивая. А у тебя были связи? А что ты имеешь в виду? Ну, предположим, ты только не обижайся, ладно? Да, предположим, с мужчинами. Боюсь, что были. И именно с мужчинами. Мамочка, ну ты только не волнуйся, но ведь это же все в прошлом. Ну, у тебя есть прошлое. И много? чего много? Ну, этих связей. Кажется, 2. 2? Это за какой же период? 2. Ну, это за всю жизнь. Нет. Какой ужас! Боже мой! Всего 2? Мамочка, ну я же не гналась за количество. Боже мой, только 2. Только 2. И давно? Давненько. А почему ты не захотела за них выйти замуж? Мама, не захотели они. Идиоты. Идиоты, и что же с ними теперь? Ну, насколько я знаю, оба женаты. И ты поддерживаешь с ними отношения? С тех пор, как они женились, конечно же, нет. А вот это недальновидно, Танечка. Да. Они могли развестись. Они могли... Да что угодно могло быть. Не думаю, мам, попробуй вкусненько. А справки навести о них ты пробовала? Никогда, мама, ты сегодня очень плохо ешь. А вот если бы ты была замужем, я бы умерла счастливой. Я виновата. Ты остаешься одна из-за моего эгоизма. Мамочка, ну съешь хотя бы ложечку, ну. Тяжко умирать с таким камнем на сердце. Все, мама, я вызываю доктора. Доктор-то меня не утешит. Только одно. И только одно могло бы примирить меня с мыслью о разлуке с тобой. Это если бы ты была замужем. Понимаешь? Ой, стучат. Как это странно. Да ничего странного. Да. Да соседка, наверное. Да странно, что стучат. А, все равно странно. Ну-ка, пойди.
Кто? Ку-ку, Танюшкин, ку-ку. Привет. Ой, извините, приветствую, мамаша. Татьяну позовите, пожалуйста. Я Татьяна. Хотите сказать, что вы Татьяна? А чем вас не устраивает? А вы тут единственная Татьяна? Единственное? Ну, сверимся так. 4-й автовокзальный, 13, дробь 3, квартира 31. 3Б. Что Б? Ну, корпус 3Б. А есть и А? Ну, конечно, и 3Б, и 3Г, и 3Д. И что ж я, по-вашему, весь алфавит должен набегать, что ли, а? И всякий раз 5-е этажи покорять. Лифтов-то ваших хрущевок не положено. Ну, извините. Ну ладно, ничего, мамаша. Спасибо за консультацию. Так, позвольте. Вот так. Начинаю осуществлять пеший спуск. Ой, ну и темнотища у вас, однако, а? Его не ища. Как вы еще здесь не вымерли, а? Знаете что? Вы свечу возьмите. Там иногда под ноги скользкое попадается. Что же я, по-вашему, со свечкой по улице побегу, да? А люди подумают, крестный ход, станут присоединяться. Что буду делать? Возьмите, возьмите. Я вам серьезно говорю, и берегите себя. Ладно, ладно, убедили, мамаша. До свидания. До свидания. Будьте Спасибо, осторожнее. спасибо, мамаша. Вы так поосторожнее. Смотрите. Вот. Что стряслось? Да ничего. Не обращайте внимания. Ой. Вам помочь? Ой, нет, нет. Нет. Ой, Что произошло, да? да подскользнулась. Ой, вы ничего не сломали, а в вашем возрасте чревато. Ой, да не нужна мне ваша помощь, идите. Ну, давайте вас доведу хоть вон Нет, в квартиру, а? нет, нет, мне уже все прошло. А что плачете тогда? Что? Моя мама умирает. Соболезную. Тут деньгами не поможешь. А как я, подождите-ка. Вот как вы смеете меня так похотя унижать? Иду, мама, я сейчас. Я, извините, только хотел помочь. Все, ладно. Слушайте, не нужны мне ваши деньги, все-таки лучше доведите меня. А ну тогда цепляйтесь за руку. Так, цветы или шампанское я подержу, а вы свечу возьмите. Давайте руку. Вот, вот. Осторожнее здесь. Давай. Здравствуйте. Мамочка, позволь тебе представить. Это... А, Игорь, очень приятно. А это... Ты сегодня все имена забыла, Заречка. Ой, господи, это Софья Ивановна, моя мама. Это та, которая... Да, именно о ней я вам много рассказывала. Очень приятно, Софья Ивановна. Очень приятно. А вы давно знакомы с Таней? 10, нет, 20. 20 лет! Как быстро летит и время, правда, Игорь? Поразительно быстро, я бы сказал. Очень приятно, присаживайтесь, Игорь. А можно мне вас так называть? Да, пожалуйста. Ну что ж ты, Танечка, не предупредила, что у нас сегодня гость ужинал. И как бы гостит у нас с цветами. Шампанским. А ну-ка, подай-ка мне сюда вот это. Хорошо, мамочка. А ну-ка, ну-ка. Ой, какой аромат! А! Я чувствую себя молодой и счастливой, да. Давненько в нашем доме не было роз. Танечка, прими, пожалуйста, Игорь, верхнюю одежду, а сама ступай на кухню, а мы тут с Игорем побеседуем. Мне, собственно, пора. Открывайте шампанское. Ну надо
Извольте для начала раздеться. Присаживайтесь. Ну что же ты стоишь, Танечка? Ну пойди. Ну пойди, приготовь что-нибудь. А мы ведь с Игорем пока побеседуем. Не бойтесь, я скоро вернусь. Знаете, Танечка ведь очень много мне рассказывала про вас. Рассказывала обо мне. Конечно. Ну, конечно же. А больше ей и рассказывать не о ком. А вы меня с кем-то путаете. Ноги у меня действительно никуда не годятся, а голова-то в полном порядке. Интересно. И что же эта Танечка могла про меня рассказывать? Не удивляйтесь, но только хорошее. Вы даже и не подозреваете, как прекрасно к вам относится Танечка. И действительно, не подозревал. А я уже успела заметить, что вы как-то немножечко... это все в прошлом, и не расстраивайтесь из-за своего возраста. Для вас еще счастье очень и очень возможно. Какое счастье. Семейное, разумеется, а другого видите, не бывает на свете. Извините, предпочитаю личное. Игорь всегда шутит. Вот уже 20 лет шутит. Так, извините, но у нас, Игорь, все вегетарианское. Так, что вам положить? Витаминный салат, геркулес, творог. Спасибо, возьму апельсинчик. Мужчина ни в коем случае не должен питаться одними апельсинами. Ой, ну какой же вы стеснительный и вообще трогательный. Танечка, Да? а ну-ка, положи-ка Игорю каши побольше. Хорошо. Так, шампанское открываем или как? Ну ладно, дальше уж как-нибудь без меня. Понятно. Приятно было познакомиться. Игорь, послушай, подождите. Слушайте, где в вашей дыре можно найти цветы и шампанское? Деньги я вам отдам. Мне не нужны деньги. Игорь, я вас очень прошу, задержитесь. Ну хотя бы на четверть часа, ну что вам стоит? Ну ради мамы, ну она же умирает, ну я вас очень прошу, Игорь. Я не врач и не священник. Игорь, я вас умоляю, ну четверть часа, ну что вам стоит? Ну ладно, только позвонить мне нужно. Пожалуйста, сколько угодно, телефон там, без всяких проблем. Мама! Танечка, это один из тех двух. Ну почти. Танечка, а который из двух? Мамочка, после. Алло, Танюнчик, ку-ку! Зайка, вот, знаешь, опаздываю. Ну, киска, буду через полчаса, честное слово. Я на этом, как его, на совещании. Да вот как-то внезапно, знаешь, сам не рад. Ну, не сердись, моя мышка. Киска, буду, честное слово. Нет, это ненадолго, мой птенчик. А, да, чмокаю тебя, чмокаю. Утиёсик ты мой колюсик. Ко-ко. Лучше бы спросили у вашей птички, в каком корпусе у нее гнездышко. Извините. Да, слушаю. Нет. Квартира. Кто здесь живет? Я здесь живу. Подождите, а вам-то кто нужен? Что? Кто я? Так, перешли на мат. Видимо, звонил ваш гибрид. О! Тю! Уберешь телефон с определителем. Так, что она сказала? Она сказала, что если я и блондинка, то крашеная. И что она плевать хотела на мои ноги, пусть даже они растут у меня из самой головы. И что мой сексапильный вид я абсолютно, ну, допустим, до лампочки. Ой, слава Богу, никак не обозвала. Не позвала. Это вы заблуждаетесь. А что обозвала? Естественно. И как? Да как обычно. Так,
Извините. Игорь, ну вы-то тут при чем? Простите. Понимаете, у нее темперамент, ей всего 20 лет. 20 лет? А о чем же вы с ней Мы говорите? с ней практически не говорим. Слушайте, и она приревновала вас ко мне? Так она вас никогда не видела, поэтому... Не трогайте трубку, это меня. Игорь, ну иногда сюда звонят и мне. Это меня. Слушаю. А, киска, хорошо, мышка, передаю трубку. Ёжик, Ну кто бабник? Какой бабник? Какой я бабник? Ты что? Какие ноги? У кого? А, у нее ноги? У нее вообще нет ног, ты что? Почему? Да ноги как ноги, вполне приличные. Вы... Танечка, это старушка Божья, одуванчик, ей почти 80 лет, клянусь. Напрасно клянетесь, девушка мне 99. Таня, ну что вы наделали, а? Вы хоть знаете, сколько я обхаживал, ухаживал за ней? Ну сколько, год? 2 недели. Все, с меня хватит. Игорь, ну подождите, я вас умоляю, ну что я маме-то скажу? Ну... Даже присется человеколюбие. Я Игорь. поселиться у вас здесь не могу. Так, это точно не я. Так, ну подайте трубку в моем доме. Между прочим, это меня компрометирует. Чего? Да вам не понять. Ой. Да, это я. Угу. Безногая, 99-летняя. Хочу отбить у вас Игоря. Да что вы такое несете? Дайте сюда трубку. Так это Дайте мне звонят, сюда. мне. Что вы такого мнения об Игоре? А я другого. Между прочим, он добрый, великодушный, у него прекраснейшие манеры. Да вообще он красавец. Что? Кто я? Какая? Знаете, девушка, звоните сюда почаще, да. С вами так интересно беседовать. Подождите, а Игорю-то трубку передать? А уже не надо. Ну хорошо. До свидания, ежик колючий. Так, вам просили передать, что вам больше не о чем беспокоиться. И, между прочим, вот этой мышке есть с кем провести сегодняшний вечер. У вас задерживаться на минутку, это просто опасно для жизни, понятно? Не берет трубку. Ну что вот вы наделали, а что вы наделали? Ну что вы себе позволяете, а? В вашем-то возрасте. Слушайте, а чем вам не угодил мой возраст? Самому-то вам сколько? Я мужчина. А что, у мужчин год идет за 2? Насколько я выгляжу? Ну, лет на 50. Вот. И то потому, что здесь темно. Послушайте, вы! Я же случайно попал в вашу квартиру. Вы поскользнулись, я повел себя как джентльмен. Да нельзя же быть джентльменом. 5 минут лучше вообще не начинать. Господи, что с вами? Что с вами? Приступ? Гастрит. Ай, срочно съесть чего-нибудь. Игорь, Геркулес, вот что вас поставить надо. Скорее, давайте свой овес. Садитесь. Так. Сильно болит. Ой, терпимо. Да. Каша перед вами. Ешьте. Ай, не ешьте! Танечка, ты забыла о розах? А ну-ка поставь в вазу. Сейчас. Игорь, вы ешьте. Ешьте. А, не ешьте! Сначала откройте шампанское. Игорь, ну что вам шампанского-то приспичило? Ешьте. Не ешьте! Танечка, откуда? Я настаиваю, что откупорить шампанское дело мужское. Ладно, Игорь, я открою. Господи, да что вы прицепились к этой бутылке? Я сама справлюсь. Танечка никогда не сталкивалась с алкоголем. Она и понятия не имеет, как с ним обращаться. У нас не пьющих семья даже не удобно бесловаться. Ой, Аня! Да. Так, маме нельзя, Вот так. вам нельзя, Вот так. а сюда налейте, я пить буду.
он не похож на алкоголь. Мамочка, тебе бокал холодного чая. Да, давай. Вот. Ну и капельку шампанского. Вот так. Вот. Игорь, ну вам же нельзя. Вам тоже. Холодного чая. Ой, Таня. Ну что, давайте выпьем. Вернее, чокнемся, а выпью одна я. Танечка, ну позволь Игорю выпить. А я не буду пить. А? Не буду пить. Не будете пить? Нет. А почему? Но есть же какая-то причина. Я за рулем. Ах, вы шофер, прекрасная профессия. Я бухгалтер. Ага, шофер и бухгалтер. Нет, только бухгалтер. Бухгалтер за рулем, как это странно. Ну почему? У меня машина Своя? своя. А откуда у вас своя машина? Мамочка, ну не задавай нескромных А, вопросов. ну хорошо. А в лотерею выиграли, верно? Просто купил. Ой, ну, наверное, не просто. Всю жизнь копили, во всем себе отказывали. Зачем, Софья Ивановна? Да. Я хорошо зарабатываю. Так, все. Давайте выпьем, вернее, чокнемся, выпью одна я. За вас и за Танечку. Чтоб на этот раз у вас получилось все. Все уже случилось и даже больше, чем я ожидал. Сказано прекрасно. За вас. Ой, голову ударила. Да. Это с непривычки. Еще кашки подложите, пожалуйста. Ой, вы приятный гость и благодарный кушатель. А люблю домашненького. Танечка, мне очень нравится твой Игорь. Очень. А, кстати, как вы отыскали Танечку через столько лет, а? Да просто повезло. А, вы не надеялись? И представить себе не мог. Наша Танечка сегодня такая счастливая, ну такая счастливая. Это из-за вас, Игорь. Вы же не виделись столько лет. Да. Вот как вы находите? Наша Танечка изменилась? В лучшую сторону. Ну вот. Не увлекайся, Танечка. Меру надо знать и в радости, и в горе. Софья Ивановна, Да. а вы что, думаете, что Танечка много пьет сегодня, да? Сегодня Ну, да. я припоминаю, сколько она могла выпить 20 лет назад. Перепивала всех. Да. Ты когда-то позволила себе напиться, Таня? Что вы несете? Да ладно, Случается всем. что скрывать-то теперь, столько лет прошло. Да, Софья Ивановна, вот никогда не забуду, как Танюша отплясывала на столах, да. Я аплодировала столько кабаков. Боже мой, кабаки, мужики тебе верят. Боже мой, как верно это говорят, Да, что да, матери да. последние не знают правду о своих дочерях. Мужики тащились от нее, а я страдал, я так ревновал, мучился от ревности. Теперь я понимаю, почему вы тогда не женились на Танечке. да. Но сейчас она совсем другая. Ох, не знаю. Ой, не уверен. Мамочка, Да, Танечка. а Игорь, между прочим, тоже изменился. Да, стал смелее. И сегодня, наконец-то, он осмелился сделать мне предложение. Ой, ты выходишь замуж за Игоря. Так я должна... Какое счастье. Я должна подумать. А подумать о чем? Софья Ивановна, пожалуйста, не надо нажимать на Таню. Я подожду. Ой, спасибо, Игорь. Спасибо за прекрасный вечер. Мамочка, я знаю, что Игорь очень торопится. Отпустим Игоря, мамочка. Да не надо меня никуда отпускать. Меня уже никто не ждет. Я везде опоздал. Я вот еще творожку не поел. Да. Софья Ивановна, ой, на меня нахлынули воспоминания 20-летней давности. Игорь, ну маме-то нужен покой. Именно! Благодаря Игорю я чувствую покой впервые за долгие годы. Мамочка, ну не будем эгоистками. Игорь, ну извините, если что-то не так. А что не Что так? не так? Все прекрасно. Из вас получится идеальная пара, так романтично.
Есть. Домик уже есть. Где? На Канарах. Канары. А лес, речка, это рядом? А вот это вот далековато. А зачем же вы выбрали такое место? Без леса, без речки. А на участке хоть что-то растет? Конечно, растет эти апельсины, кажется, да. Я там редко бываю, мне некогда. Как вы сказали? Канары. Это по какой же дороге? Мамочка, ну это и в Испании. Участок в Испании? Боже мой, в наше время никто не брал участок в Испании. Софья Ивановна, извините, мне действительно пора. Очень приятно было познакомиться. Очень. Нет, я вас так не отпущу. Вы крещеный. Да, в детстве, конечно. Танечка, будь любезна, принеси-ка сюда его и встань сама возле Игоря. А ну что ты выдумываешь? Я не могу терять время. Я чувствую, что умру. Завтра. Мама! Ну, в крайнем случае, через неделю. Дети, Господь вас благословит. Живите долго и дружно. Берегите друг друга и будьте счастливы. Я благословляю вас. Когда свадьба? Не хотелось бы спешить. А если через неделю, а? Софья Ивановна, Да. понимаете, в чем дело? Да. У нас у бухгалтеров, Да. у бухгалтеров, да. Да. Сейчас на носу эти годовые балансовые Вот. отчеты, да. Да. Вот не хотелось бы все смешивать в одну кучу. Баланс, Да, свадьбу. конечно, в куче нехорошо. А когда вы свой отчет сдаете? К 1 апреля, а потом к 15 мая уже годовой Нет, квартальный, доживу. а потом... Нет, доживу, осталась неделя-другая, и все. Ну, конечно же, я постараюсь. Только из-за нас не меняйте свои планы. А если я умру? Вы же свадьбу из-за траура не меньше, чем на год отложите. Нет, Софья Ивановна, кто сейчас откладывает из-за траура, да еще на год? Игорь! Погодите, как нам завтра пораньше. Вот. Мы все обсудим и примем окончательное решение. А завтра Игорь не может. Почему? А почему? Потому что он уезжает в командировку. Командировку это куда? Куда? В тундру, вечную мерзлоту. Да, точно, Софья Ивановна. Ездить на собаках, питаться сырой рыбой. Да, и при свете коптилки корпеть над этим финансовым отчетом. Зачем вам нужна такая работа? Нужно кому-то и такую работу делать, да. Кому? О, я смотрю, у вас свет включают только по ночам. Вот у нас так, да. До свидания. Всего доброго. Спасибо за увлекательный вечер. Ой, берегите себя для нас. Я привязалась к вам, как к сыну. Я-то как привязался. И Танечка и к вам привязался, да, привязался. До свидания. Мамочка, я Всего провожу. доброго. Приходите, Игорь Танечка, До свидания, проводите. до свидания. Всего доброго. Я вас буду ждать. Да, задержись еще на минутку, вы, не моргнув глазом, отправили бы меня на другую галактику. Очень сердитесь. Да нет, просто как-то неприятно, неловко. Что? Ну, Что? от того, что я дал слово перед иконой, дал слово на вас жениться. А с чего вы взяли, что вы в чем-то клялись перед иконой? Здрасте. Пили, между прочим, только вы, я не грамма. А вы хоть взглянули на то, перед чем клялись? Икона! А Да я что? сняла со стены и подала маме портрет Диккенса. Ну, точно! Ну точно! Вы потрясающая, легкомысленная женщина!
завтра же приду узнать, как здоровье вашей мамы. Не затрудняйте себя. А я что, чем-то вас обидел? Нет, что вы были на высоте. Привет, киски. Ой. Ну а как вы будете выкручиваться, если я перестану сюда приходить? А вы не представляете, какая я ужасная фантазерка. А вот представляю. Я буду читать маме ваши письма из тундры. Только, пожалуйста, не зачитывайте вслух интимные места. Понимаю. Наша с мамой жизнь кажется вам незначительной. Да, действительно, кому интересно, старая женщина и старая дева ее дочь. Ну зачем так-то? Да вы прекрасно выглядите. И даже при любом свете. Спасибо. Но для меня и для моей мамы наша жизнь, мы сами выглядят совсем иначе. Мы любим друг друга. Ну, конечно, я понимаю, что когда-нибудь все равно я останусь одна, и никому не будет до меня дела. А вы возродите прежнее знакомство. Да все это суета. Мама страшится оставить меня в одиночестве, а я обману ее. Пусть она покинет этот мир, уверенная, что я не осталась одна. Мама мечтает выдать меня замуж. Ну пусть верит, что ее мечта сбудется. А почему бы вам не подыскать кого-нибудь реального, чтобы не выдали вам? Что вы, Игорь? Да я в 20-то лет не соглашалась выйти замуж без любви. А в 40 тем более. Извините, что потеряли с нами вечер. Почему потерял? Почему потерял-то? Чудесный вечер, чудесный. Вы знаете, я еще к вам приду обязательно. Ни в коем случае. Я вам настолько не понравился. Что вы произвели на меня слишком сильное впечатление. Тут все вместе. Свечи, розы, шампанское ударило в голову. Я взволнована, я в замешательстве, говорю лишнее. А впрочем, какая разница? Все равно это ни к чему не приведет. Да мне действительно вас понравилось. Дайте я запишу ваш телефон. А? Тоже лишнее. Нет, ну может быть... Нет, не стоит. Нет, я хотел бы... До свидания. До свидания. Ну нельзя же взяться и прервать вот так вот. Прощайте. Нет, ну может быть... Нет, вы, не стоит. вдруг, а если... Абсолютно. Нет, ну вдруг Категорически. если... Ну что вы? Поздно. Слишком поздно. Прощайте. А я рад, что познакомился с вами. Прощайте. Я тоже. Рада. Все это ужасно, Таня. Ужасно. Ты догадалась, мама? Конечно догадалась. Прости меня, мама. Прости, я просто хотела как лучше тебе. А за что мне тебе
прощать за твое последнее осеннее счастье. Ты это о чем, мам? Не таись от меня, не стесняйся, довольно, я ведь все вижу, как сильно ты его любишь. Тебе в этот раз повезло, он любит тебя, это просто бросается в глаза. Вы будете счастливы. Спасибо, мамочка. Я уже перестала быть эгоисткой. Я рада твоему счастью. Ну ты плачешь, мам. А потому что я еще чуть-чуть эгоистка. Я уже привыкла к мысли, что ты замужем, но этого мне мало. У меня все равно камень на сердце. Ну теперь ты, ну что за камень, мама? У вас с Игорем никогда не будет детей. Я виновата. Мне было так хорошо с тобой. Я в душе всегда боялась, что ты выйдешь замуж. Я жестоко наказана. Я хочу внучку, а ее не будет у меня никогда. Господи, как я хочу внучку, чтобы она меня любила, чтобы все мы были счастливы. И я бы сейчас ожидала не смерти, а правнуков, а вместо этого ты всю жизнь провела рядом со мной. Мамочка, я очень люблю тебя, мне хорошо с тобой. Но нам было бы еще лучше, если бы у нас была большая, дружная семья, зять, внуки, правнуки. Как поздно. Безнадежно поздно. Мы что-то понимаем. Мамочка, ну тебе же нельзя волноваться, ну выпей валерьянку. Валерьянка. Вот все, что может дать дочке в итоге жизни. А Игорь, такой интересный мужчина. И ты красавица. У вас могла бы быть чудесная девочка. Ей сейчас было бы за 20. Прости, Таня. Прости. Я неисправимый эгоист. А ведь тебе больно меня слушать. Зачем ты была такой послушной? Прости меня, мамочка, прости. Такой любящей дочерью зачем? Ну прости меня. Все равно я счастлив, что ты выходишь замуж. Мамочка, милая моя, дорогая моя, ну никто ведь мне кроме тебя не нужен. Ты с ума сошла? Я счастлива, а ты? Я тоже. Почему мы с тобой такие несчастные? Мамочка, ну ты увидишь, что ты не переживаешь. Я тебя поздравляю. Я тебе желаю. Ты счастливая. Мамочка, я счастлива. Я очень, очень счастлива. Мамочка, ну кто может к нам прийти? Ну, нынче на тебя и взглянуть приятно. Сегодня словно бы какой-то особенный день, что-то загадочное витает в атмосфере нашего дома. Ты целый день прибиралась, готовила. И что же ждет нас? Пельмени, винегрет и торт. А Игорь? Я думаю, что он позвонит. Я думаю, что уже в пути. А кого ж ты тогда пригласила? Мамочка, это сюрприз. Ага! Игоря! Нет, не Игорь. А кого же? Одного из тех двух? Мамочка, после все узнаешь. Сюрприз.
Приветствую. Это вам. Вы забыли, вы же отбыли в командировку. А вы разве не слышите? Собачья упряжка тявкает у подъезда, а? Через четверть часа плашмя бросаюсь на нарты, и они умчат меня в заснеженную тундру. Вот, поднялся сюда только за тем, чтобы проститься с невестой. Счастливого пути, удачного Нет, я должен постоять наверху, набраться сил, все-таки возраст. Да, кстати, а как здоровье вашей матушки? А? Вот передайте розы ей, пожалуйста. У нее еще вчерашние не закончились. А пусть будет еще. А вы побалуйте этими розами вашего зайчика. Что там? Никого, мама, никого. Это всего-навсего я, Софья Ивановна, Игорь. Что же вы не заходите, Игорь? Мамочка, Игорь очень А, торопится. да, тороплюсь увидеть вас, Софья Ивановна. Это вам. Большое спасибо. Ну, какая радость, что вы пришли. Танечка меня не предупредила, но я догадывалась. Танечка очень и очень ждала вас. Вы знаете, столько всего накупила. Целый день прибиралась, готовила, не захотела начинать ужинать без вас. Танечка, я очень рад, что вы меня так ждали. Спасибо. А я ждала не вас. Не Игоря? А тогда кого же? Так, Игорь, а ну-ка давайте раздевайтесь и чувствуйте себя как дома. Таня, а ну-ка поставь розы в вазу. Мамочка, ну у нас в доме только одна база. Намек понял, завтра привезу еще 5. Ну а что делать с вашими розами сегодня? Да выкину Влюбленные! А ну не ссорьтесь, Танечка, займись розами. Ну хорошо. Ну что, командировка отложилась? Отменилась вообще. Сон в руку! Мне сегодня приснился сон. Дорога, а на ней огромная куча какой. Извините, это к радости. Софья Ивановна, представьте себе, что мне тоже сегодня приснился сон. Да, приснилась точно такая же дорога, а на ней точно такая же куча вот этого. Танечка, представляешь, мне и Игорю сегодня приснился один и тот же сон. Ну что же вам приснилось? Нам приснилось. Там приснилась дорога, а на ней... Ладно, не будем говорить, не будем рассказывать, не будем. Надо. Это наш маленький секрет. Да. Столь синхронно. Танечка, пора ужинать всем в доме. Оля! Мамочка, к сожалению, Да? Игорь торопится на поезд. Тань, командировку отменили. Да? Вообще, да. Новый год мы теперь будем встречать все вместе. А меня Татьяна еще не приглашала. Танечка, Ну до Нового года ты еще далеко. до всего недели. А ну-ка давай, приглашай немедленно Игоря. Хотя, зачем его приглашать? Ну, мам, ну действительно, ну зачем? Ну, конечно. Зачем? Игорь у нас свой. Игорь, вынуждена вам напомнить, что вам пора. Таня, ну командировку-то отменили. А балансовый отчет? Балансовый отчет остался. Идите, Игорь, без балансового отчета не являетесь. Ой! Ой, Ой! Что с вами? Таня знает, что с вами, Игорек? Софья Ивановна, мне нужно немедленно что-нибудь съесть. Дайте хоть корочку хлеба. Танечка, Ужасные Танечка, ну что божьи! ты стоишь? Ой! Скорее накрывай на стол, Игорек. А вы присядьте, дорогой, присядьте. Правильно. Мне нужно не двигаться, сесть и сидеть часов 5, не меньше. Да. Сидите. Ничего не понимаю, что с нашей Танечкой сегодня. А что? Ну что, вроде как ждала вас. А когда вы наконец-то пришли, словно бы расстроилась. Вот что она там покается. И сейчас, я найду секундочку. Танечка! Таня, ну не оставляй Игоря в одиночестве. Таня! Так, Игорь, что вам положить? Пельмени? И, может, винегрет? Татьяна, вы сегодня отлично выглядите. Вам очень идет эта прическа. И я просто не могу не отметить ваш удивительный вкус. Видали,
к слову. Здравствуйте. Узнала. По чириканью. Игорь? Конечно же здесь. Где же он еще-то может быть? Ваша киска. У вас отвратительнейший характер. Как и положено старой деве. Ну да, я. Что? Ку-ку. Нет, сегодня я сегодня как-то не могу, у меня... Петр, да? Нет, из-за меня ничего не откладывай, не надо, не переделывай. Нет, занята так занята. Да, созвонимся. Конечно, чмокаю. Да. Игорь, давайте, скорее к мышке, мышка заждалась, а ко мне должны прийти. Давайте. О! Интересно, кто это к вам должен прийти, а? Что, новый кандидат в мужья? Так вот, ваша мама привыкла только ко мне. Да. Ее нельзя расстраивать, между прочим. И огорчать нельзя. Это самое главное. Игорь, Никуда не пойду. ну что вам нужно от меня? Ничего не Ну нужно. что вам от меня нужно? Да ничего не нужно мне. Просто мне нравится, когда накрыт стол, когда горят свечи. Вы знаете, надоело все по ресторанам. Потом, мне уже давно так никто не радовался, как ваша мама. И знаете, я ведь никогда не был зятем. Вот, и женитесь на вашем ежике. Нет, я для нее слишком молод. Вы молоды для нее? Да, я же еще лет 20 протяну, да? Ну? Вот. А ей главное не замуж выйти, а отдаветь. Так что я сяду здесь и буду сидеть. Игорь, вы думаете, что личная жизнь есть только у вас? У меня-то ее как раз нет. А у меня как раз есть. Таня, ужинать будем. Ну чего вы не открываете, а? Небось стыдно показать, да? Интересно, а как я должен ему представиться, а? Вашим женихом? Фиктивным или бывшим? Я запутался. Давайте-ка сообразим и разберемся, а? Вот какой настойчивый. Непременно хочет на вас жениться. Игорь, ну понимаете, ну это ко мне по делам пришли, ну из-за веса, ну. Слушайте, а может мне тоже перейти на работу в Собес, а? Я смотрю к их визитам. Вот как готовятся, а? Вот как готовятся. Визитам из Собеса. Игорь, ну я вас очень прошу, ну подождите, ну хотя бы на кухне, ну что вам стоит, ну побудьте там. Иду. Мамочка, мамулечка, бабушка, наконец-то свиделись, бабуля! Понятно, помощь! Да ладно, что? Бабуля, Ты не сразу.
тебя. Как тебя зовут? Дина! Дина. Ой, глаза Танины. Да! И лоб Танин. Да. Выражение лба. Игорь, а ну-ка взгляните-ка, пожалуйста, на лоб. От лба я в восторге. А нос чей же? Ну чей носик? Нет, подожди, Ну, я. намекнули бы хотя бы, чей носик. Кто это? Вот это кто? А вот это вот это вот, на данном празднике жизни, случайный, да, не лишний. Игорь, ну неужели вы прикрете тайну за внебрачного ребенка при таком огромном сроке давности? Софья Ивановна, ну кто я такой, чтоб в чем-то упрекать нашу Танечку? Да как это кто такой? Вот. Вы почти женаты. Именно, я почти готов был жениться на женщине, которая уверяла меня, что она старая дева, а теперь, оказывается, она 20 лет вела двойную жизнь. Я не поняла, кто это? Это, Да. это твой отец, Дина. Папа! Папа! Папочка! Ты мне очень нужен! Я не Папа, собираюсь, я нужен! не буду ее удочерять! Не буду! Но вы отказываетесь от родной дочки. Софья Ивановна, у меня нет детей, честное слово, нет Мама, детей. я Таня не умеет врать. Вот в этом я как раз убедился, да! Папа. Сколько вам лет? Ой. Сколько лет? Ну не кричите на ребенка. Ответь папе. 20! 20. Чего? Ну и что, с хвостиком? А то, Софья Ивановна, то, что 20 лет назад с хвостиком я служил в армии. Далеко отсюда, аж под Воркутой. А ты, Танечка, 20 лет назад с хвостиком. Да, где была? Где была? Да, где была? А я работала в Минске. Вот! В Минске? О, в Минске были? Нет, не был в Минске я, не был. А я ездила Не был. из Минска в Воркуту, из Воркуты в Минск. Ты из Минска в Воркуту. Зачем? Зачем? На экскурсию. О, Игорь, нос определенно ваш. Да! Да вы что, вы всерьез полагаете, что... Что вот это вот моя нос, да, мой дочь, вы полагаете, да? Чего переживать, папа? Старость не за горами. Есть кому стакан воды подать. Со мной этот номер не пройдет. Со мной этот номер не совсем, пройдет. совсем затуркали ребенка. Сядь подле меня, Диночка. Расскажи бабушке о себе. Как жила без нас? Да разве это была жизнь? Я вначале в детдоме была, потом в общаге обитала. А ты знала, как страдает твоя дочь? Танечка и молчала. Да вы что? Да откуда я была знать? Да вы же сразу после вот этого роддома потерялись. А как же нашлись? Случайно? Буквально вчера. Потрясающе! А как узнали-то друг друга, что голос крови, да? Да. О, да! Да. Голос крови. Я мамочку заприметила давно. Она всегда такая интеллигентная. Приходила к нам в овощной магазин с печальным лицом. Мамочка, я часто тебя обвешивала, прости. И вот у меня недостача тряслась. Я рыдала в подсобке. Рыдала, а она мне говорит тихонечко: сколько вам нужно денег? И дала деньги. И даже паспорт мне попросила. Не верю. Да какого вы имеете право не верить? Вот не верю и все. Да дала дала деньги! деньги! Жить Дала! не буду, дала! Бедная девочка, страдалица, всегда одна. Одна, бабушка всегда одна. Танечка, а ну-ка подай ты сюда шкатулку. Все, хватит тебе жить с чужими людьми, будем жить вместе. А вот посмотри, что у меня есть. Посмотри, диадема. С жемчугами разной величины. А ну-ка попробуй. А вот бриллиантовое колье. А вот малахитовое. А вот это гранатовое ожерелье и браслет.
А вот стариннейший крестик, между прочим, все червонное золото. Ничего Да. себе. Откуда это у вас? Вы что? Ничего себе! Музей ограбили! Фамильные драгоценности. Да, наследуются по женской линии. Возьми их, Диночка, и береги. Ты, внученька, для меня такая радость, и для Танечки ты такая радость, слава Богу, есть кому наши драгоценности отдать. Я благодаря тебе умру счастливой. Бабушка, да ты врозь, да ты только живи! Мамочка, давай я поставлю шкатулочку на место. Нет. Пусть забирает. Бери их, Диночка, ты самая большая драгоценность. Ой, вы что, собираетесь все это подарить мне? А уже подарила. Это царские драгоценности. Это несколько машин. Так ведь мы же и дали не первой встречной, а единственной дочери и внучке. О, да, спасибо. Ну, бабушка, то ты меня должна. Спасибо. Ангина, спасибо, папочка. Меня не надо благодарить, Спасибо, не надо. спасибо, это день я не забуду никогда. Диночка, драгоценности, ну, конечно же, твои, ну, никто же не спорит. Но лучше, если бы ты оставила их у нас, а? Дина! Бабушка! Тоня! Господи, спасибо тебе. Господи, благослови Дина, меня, постой. мою Этот день я не забуду никогда. Дина, стой! Дина, постой! Дина! Дина, будь осторожнее! Там соседский мальчик вечно бананы жует, а корки бросает на пол! Мне бананы не страшны, я бананы работаю! Ай! Может, вы сейчас мне что-нибудь объясните? Спокойной ночи. Это интересно, вы что, меня вот так вот запросто выпроваживаете после всего того, что было? А что было? Что было? Маленький любительский спектакль. Это вас. Меня нет. Вот сами и скажите. Я не понял, почему ты со мной так разговариваешь? Пожалуйста, не звони сюда. Здесь мои теща и дочь. Между прочим, дочь в таком же возрасте, как и ты. И даже еще с хвостиком. Да не жена она мне, не жена. Что? Да, дочка есть, теща есть, она мне не жена. Ну, чего я врал? Вчера попал сюда случайно, а сегодня не случайно, пожалуйста. Больше сюда не звони, все. Татьяна, вот я подумал и решил, что если мы поженимся, ничего страшного не произойдет. Стоит ли рисковать? Ну, надо же когда-то начинать семейную жизнь, потому что мне, вам, нашей дочери, вашей маме, нам всем врозь гораздо хуже. Да вы поверили? Вот. Точно. Припоминаю. Извините, что не сразу, но столько лет прошло. Да Точно. вы что? Ну мы же встретились с вами вчера случайно. Я никогда не была в Воркуте, я никогда не рожала. А Дина это просто продавщица из овощного на углу.
Я даже и фамилии-то ее не знаю. Да. И что меня за идиота считаете, да? Интересно, фамилии не знаете, а фамильные драгоценности отдали. Может, они фальшивые, а может, у вас здесь вообще все фальшивое, а? Драгоценности настоящие. И жизнь у меня настоящая. А вот дочка фальшивая. Игорь, поймите же, моя мама умирает. И я пойду на все ради того, чтобы она умерла счастливой. Ну как вы не можете этого понять? Дочь Тина! Или не дочь? Не кричите тут. Дочь Тина. Или не дочь? Конечно же нет. А кто она мне? Она вам никто. И я вам никто. И моя мама вам никто. Нет, вы чудовище. Вы жестокая. Вы холодная женщина. Я вычеркиваю вас из своего сердца. Все. Знаете, я вам свое общество не навязываю. И, между прочим, здесь вас не держу. Ах, не держите, да? Да как вы можете понять своим умишкам, что я пережил, что я перечувствовал за эти 2 вечера? И вы что думаете, я могу так уйти отсюда, из этого дома, и выбросить вас из головы, да? Ну, знаете, поселить я вас здесь не могу. Да вы просто... Он же чуть не ударил меня. Боже. Он считает женщин? Боже. Я несчастна, как женщина, как дочь и просто как дура. Господи, как давно я не была несчастна. Как я несчастна, Господи. Как приятно быть несчастной. Как я безнадежно несчастна. Игорь, сегодня звонил? Мама, ты спрашиваешь уже несколько раз. Я несколько раз отвечаю, что Игорь звонит каждый день. И что говорит? Что говорит? Говорит, что любит. А куда пропала Тина? Ну я же тебе уже говорила, она немного заболела, простыла.
Что происходит с тобой, Таня? Мама, Можешь хоть это объяснить? мам, все нормально, все нормально. Тебе нравится елка, правда Мне красивая? вообще не нравится ничего, Таня. Думаешь, я не понимаю, что с тобой происходит? Я знаю, Таня, из-за чего ты расстраиваешься. Я все знаю, Таня. Ты обманываешь меня. Ты говоришь мне неправду, Таня. Мама, ты догадалась? Слепому видно. Дина не будет встречать Новый год с нами. Ну что? Она будет хорошей дочерью тебе, Танечка, когда узнает тебя поближе. Мамочка, я так люблю тебя. Тогда уходи от меня немедленно, Мама, слышишь? ну куда? Ну зачем? Игорю Новый год ты должна встретить с ним. Я не хочу. Не ври! Очень хочешь, только жалеешь оставить меня в одиночестве, а я требую, имею право. Мамочка, ты прекрасно знаешь, что я никогда не оставлю тебя одну. Поезжай к нему. Только без тебя у меня будет настоящий счастливый праздник. Я буду представлять себе, как вы сидите рядом, смеетесь, улыбаетесь, танцуете, молчите. Мне для счастья надо только одно, чтобы ты ушла. Ну хорошо, я уступлю. Поторопись, Танечка. Уже все, я готова. Подойди ко мне, подойди-ка. А почему такой мрачный вид? А ну-ка, улыбнись. Ну-ка, дай-ка я тебя поцелую. Мамочка, Я счастлива, что ты уходишь от меня в эту новогоднюю ночь. правда, мамочка, я тоже, я тебе желаю счастья и долгих-долгих лет жизни. Ой, долго-то я не протяну год от силы. Все, я развиваюсь. Нет. Покидай меня, иди. И Игорю, пожалуйста, передай привет. Ну хорошо. Игорек звонит, Алексеевич. Ой, Танечка, нет. Сейчас, Игорек. Так, сейчас, Диночка, в ночь. Сейчас. Еще чуть-чуть. Я сейчас, еще раз наберите, пожалуйста. Ой. Наберите еще. Это же не трудно. Господи, никуда не Новым годом! Новым счастьем! Я старик Мороз из леса, сединой, ой, борода и седина, как всегда здоров и весел. С Новым годом, детвора! Ку-ку. Вы что, не узнаете меня? С Новым годом, с Новым... Да это же я! Дина! Дина! Да дочь ваша! О! Дина, слушай! Ну настоящий Дед Мороз! Ой, осторожно. Гипс тоже настоящий. Настоящий? Настоящий. Господи, что же с вами случилось, Дина? Ой, Таня, подождите. Ой, я тогда ваши драгоценности-то схватила, а внизу-то поскользнулась. Очумела же совершенно. Вы меня простите, я вверх ногами отлеживала целый месяц. Я раньше не могла прийти. Простите, я все принесла, все. Диночка, ой, ну я так рада, что ты мама, пришла, ну ну такое и счастье. Как мне с тобой повезло, а? Ой, как это мне с вами повезло. Мне нужно с вами, Таня, посоветоваться об жизни. Ну, Дина, да. сейчас идем к маме признаваться во всем. У меня уже голова кругом от этого вранья. Подождите, куда признаваться? Куда признаваться? Да вы что? Да бабуля-то, это же
дитя полное. Вы что хотите, праздники на тот свет бабулю отправить? Ну так она же думает, что вы ее внучка. Пусть думает. Мои предки точно знали, что я их дочь. А что я их видела? Пожалуйста, ну не лишайте меня бабушки, Дина, Танечка, не лишайте. Ладно, тогда давай договоримся. Давай. На ты и мама. Ага, Таня, Дина. Дина, Таня, всё, не перепутай. Дина, Таня. Все. Так, идем вперед, в атаку. Так, шок. Мама! Бабуля! Мамочка! Бабулечка! Мам, ты посмотри, кто к нам пришел. Какая радость, а, мам? Бабуля! Мама! Бабуля! Мам, ты где? А где? Где мама? Но, может быть, выкрали. Так она же 10 лет не ходит. Живой! На небо взяли. Так я же от двери-то не отлучалась. Ну, вышла, может быть. Мама, мамочка, Бабулечка! мамочка, Бабулечка! Бабуля! Что случилось, Таня? мама. Мама, давай ты это, присаживайся. Мамочка, подожди, сыночек. Мам, ты главное садись. Садись, вот. Садись. Ку-ку! Я старик Мороз из леса, сединой из серебра, как всегда здоров и весел. С Новым годом, детвора! Мамочка, Новым годом! это Дина, решила нас удивить. Это я, внучка ваша! Внученька, Бабулечка! умница, как все остроумно придумала. Дед Морозу. Да. Очень смешно, никогда такого не видела. Бабулечка, тебе подарочек. Подарочек Деда Мороза. Ой, Деда, ой, какой большой мешок. О! Бабулечка, тебе фотоаппарат. Ой, фотоаппарат? Мне? Да. Ой, Да. ой, А тебе? ой, как интересно. А тебе, мамулечка, еще кое-что. Ну что? А тебе, мамулечка, вот, мамулечке. Платье красивое. Дина, да куда я это буду носить? Не спой, Татьяна, надень. Татьяна. Фамильных побольше на тебя нацепили. Ой, ну хорошо, хорошо уговорили. Ой, а мы хорошо посидим втроем. О, еще одна елка. А ты знаешь, Диночка, Да. я же в молодости фотографировала. Да, очень много увлекалась фотографией. И деда твоего фотографировала. Какого деда? Твоего деда, какого же еще? А, да. У меня был дедушка, да. Диночка, Да. минуточку на меня посмотри. Ой. Дина, опа. О, две елочки, и скоро будет. Ой, хорошо посидим втроем. Ой, бабулечка, Да. а ты дай загадать. Да ну. Хвост у кумушки пушистый, очень хитрые глаза. Как зовут ее? Очень хитрые. Да, Может, лисичка? бурый на 4 лапах и любит сладкой. Мед. Правильно! Мед любит. Да, кто это? Медведь. Правильно! А теперь, бабулечка, Да. только для тебя Только для меня. новогодний сюрприз. Дед Мороз в гипсе! Well, hard-headed woman, soft-hearted man, been the coffee trouble ever since the world began to hold you. Oh yeah, and the church of one for you. A hard-headed woman with a thorn in the side of her. Adam told Eve, listen here to me. Don't you let me get you messing around and I will treat you. Oh yeah, and the church of one for you. A hard-headed woman with a thorn in the side of her.
это, мамулечку гонишь? Зачем? К твоему отцу, к Игорю. Мамочка, да я не успею, Новый год скоро. А, тем более, быстрее, быстрее, быстрее уходи, быстрее. Бабушка, за мужиками бегать последнее дело. Ты за ними, а не от тебя. Лучше от него бежать, когда он Не заклой. вмешивайся, когда взрослые разговаривают. Хорошо, я Ну молчу. хорошо, хорошо, хорошо. Игорек, садись. Да? Здравствуйте, ежик. Здравствуйте. И вас с Новым годом. Да, с новым счастьем. Нет, его здесь нет. Уверена. До свидания. До свидания, с Новым годом. Таня, Таня, ты еще не ушла. Ну уходи же, уходи скорее. Мамочка, ну Подожди, может быть, это какая-то ошибка. Ну, как-то... Не вмешивайся. так, все, не ссорьтесь, веселитесь. Так, мамочка, я тебе желаю счастья, долгих лет жизни. Да каких уж долгих-то, а? Год-два осталось, не больше. Мама! Ой, ну ладно, ладно. Диночка, тебе тоже желаю счастья. Какая ты молодец, что пришла. Далеко не уходи, сиди там. Долго. А мы хорошо посидим вдвоем. Да, вовсю гулять будем. О! Что у меня есть? Напьюсь сегодня. А ну-ка, внученька, отметь-ка мне водочки. Капель 12. Ага, не побольше? О, а немного ли ты себе налила? Внученька, да ты что? Так, подождите, бабушка. Я сама по себе не пью. Но сегодня же нужно, сегодня же старый год надо проводить, а потом встретить новый. За старый Новый год проводил проводом. Ура! 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 О, Сидим, сидим. Еще возьми. Ага. не буду. О. Знаешь что? Да. Я на секундочку отлучусь. Ага. А я водочку несу, чтобы не Хорошо, нервничали. я пойду переоденусь. Хорошо. Ага. Мамулечка, ну как ты? Ничего, ну, немного одиноко. Но мыслями я с вами. И я с тобой. Чё, давай по одной за старый Новый год. Дина, да вот мы что, будем как алкоголики на лестнице пить? Лучше пить на лестнице, чем не пить вообще. Подожди, без закуски. Я закуску вынесу постепенно. Ну ладно, Давай. давай. За старый Новый год. Ура! Ура, пропадем пропадом. Пойдем пропадом. Ура! 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 Виновата ли я? Виновата ли я, что люблю? Старик Мороз из леса, молодой из серебра. Я всегда здоров и весел. С Новым годом, детвора! Слушай, Дин, вроде выпили немного, а ведь уже 2 Деда Мороза. А, 2. Точно. Ты знаешь, кто это? Это мой коллега подошел. Давай мы себе по одной еще без закуски. А ты, коллега, дуй из пузыря. Слушай, Это Дед Мороз! докатилась, распеваю на троих в подъезде. За старый Новый год! Пропади он проводом, не ты! Старый Новый год! Ой, ладно, унесу. Не выпал? Ладно, потом напишу. И елочку унесу. Праздникать больше, там лучше. Бабуля! Разрешите встретить Новый год с вами. А давайте я вам стишок расскажу. Так. Расскажите. Тот, кто не был в Африке, пусть не забывает. Иногда и в Африке холодно бывает. Но встретить с вами Новый год можно? А зачем мне 2 Деда Мороза? У кого-то, может, ни одного, а у меня целых 2.
Шутка не удалась. Вы... Я пришел извиниться перед вами. Ой, не извиняйтесь. Ой, не извиняйтесь. Ну что вы так смотрите на меня? Ну да, я пьяна. Ну и что? Сегодня Новый год, имею право. Осуждаете. Ну что вы на меня так смотрите? Я восхищаюсь вами. Вы такая красивая. Я думал, со мной никогда такого уже не будет. И вот у меня для вас подарок. Дайте вашу руку. А зачем? Правую дайте. Вот. Ой, Знаете, колечко. я волнуюсь, не знаю, подойдет, не подойдет, понравится, не понравится. Подошло и понравилось. Папулечка, я сейчас. О, да это же папулечка. Ай-яй-яй-яй. А что это вы в подъезде? Ну вот, это же семейный праздник, его нужно дома справлять. Приглашаете? Вы ее уже пригласили? Я приглашаю. Тогда пойдем. Заходите. Пойдем. Вот, опа. Бабулечка! Ой, 3 елки и 2 Деда Мороза. А кстати, Таня, ты что здесь делаешь? Ты что здесь забыла? Где ты должна быть? С кем? С Игорем? Софья Ивановна, с Новым годом! С новым счастьем! Одну секундочку в кадре. Жених и невеста. Опа, А я? хорошо, давай. В кадре семья. Опа. Так, а теперь можно я скажу? Ага. Конечно, Папа. конечно. Мама, бабушка, Да. я хочу сказать, что я беременна. У меня будет правнучка. Вот я только не знаю, рожать или не рожать. Ой, Да какой вопрос? Да. Конечно же рожать. Да. А мы с папой всегда тебе поможем. да и я еще пока жива. У нас дача на Канарах. О, Там будешь растить ребенка. я еду с тобой. Буду помогать. Спасибо, бабулечка, родная. Люблю. Сколько всего произошло, пока я умирала. Лучше быть счастливой позже, чем Никогда! никогда.